Давайте сегодня погрузимся в суру Ан-Назиат. Это одна из самых, пожалуй, мощных глав Корана. Она проведет нас по пути души, начиная от самого момента смерти и до того, как будет решена ее вечная судьба. Это такое путешествие, которое заставляет глубоко задуматься. И вот с самых первых строк сура буквально ошарашивает нас резким контрастом. Два совершенно разных способа умереть. Это сразу задает тон всему повествованию, которое, по сути, строится на идее двух разных путей и, как следствие, двух разных судеб. В основе этого им невероятно яркий образ. Представьте себе ангелов, которым поручено забирать души. Но делают они это совершенно по-разному. И то, как они это делают, напрямую зависит от того, какую жизнь прожил человек. Это, по сути, первое отражение его дел. И вот первая группа ангелов, их задача, скажем прямо, не из легких. Они приходят за душами, которые отчаянно цепляются за этот мир, за все материальное. Это настоящая борьба, мучительный процесс, потому что душа просто не готова, она не хочет уходить. А вот со второй группой все совсем по-другому. Совершенно иная картина. Здесь ангелы действуют бережно, плавно. Они извлекают душу праведника легко, без малейшего усилия. Это не борьба, а мирный, спокойный переход, как будто душа, которая так долго этого ждала, с радостью возвращается домой. И вот тут повествование делает просто невероятный скачок в масштабе. От очень личного, интимного момента смерти одного человека мы переносимся к событию вселенского космического размаха, к судному дню. И вот этот день описывается через два, просто оглушительных события. Сначала первый трубный глас. Это тотальное разрушение, все творение ввергается в хаос и просто перестает существовать. А потом тишина. И второй глас. И все человечество, все до единого воскресают для великого суда. И важно понимать, это не просто что-то внешнее, какой-то катаклизм. Нет, весь ужас, он внутри. Сердца будут буквально колотиться от страха, готовые выпрыгнуть из груди. А взгляды будут потуплены, полные ужаса и осознания происходящего. И, конечно, тут же раздается голос скептика, голос сомнения, голос тех, кто просто не может в это поверить. Серьезно, нас вернут к жизни? Нас, которые превратились в прах, в истлевшие кости? Это же абсурд? Но ответ, он прост и сокрушителен. Для того, кто создал целые галактики из ничего, воссоздать человека — это вообще не проблема. Раздастся лишь один единственный звук, один приказ, и вот они все уже стоят на земле, пробужденные. И чтобы все это не казалось какой-то далекой и абстрактной теорией, сура приводит очень конкретный исторический пример. Это, можно сказать, разбор реального случая, история о вере и о чудовищном высокомерии. И посмотрите, как начинается эта история. Не с кары, а с милосердия. Бог посылает пророка к жесточайшему тирану, чтобы предложить ему шанс. Шанс очиститься, исправиться. Это показывает, что надежда дается даже самому, казалось бы, безнадежному грешнику. И ведь фараону были показаны настоящие чудеса. Посох, превращающийся в змею, рука, сияющая светом. Казалось бы, вот оно доказательство. Но что он делает? Вместо того, чтобы задуматься, он впадает в еще большую гордыню и заявляет: «Я ваш высочайший Господь». Ну и, конечно, за таким высокомерием следует неминуемая расплата. Судьба фараона — это такой вечный наглядный урок, предупреждение для всех, кто когда-либо задумает бросить вызов Творцу. И вот, после этого исторического отступления мы подходим к кульминации, к главному аргументу, к выбору, который в конечном счете стоит перед каждым человеком. Сура задает, казалось бы, простой, но на самом деле ошеломляющий по своей мощи вопрос. Вот подумайте, что сложнее создать — одного человека или вот эти бескрайние небеса над головой? Аргумент простой. Если Бог с легкостью создал всю эту грандиозную вселенную, неужели ему будет трудно воссоздать нас? Просто оглянитесь. Небо, которое он воздвиг и сделал совершенным. Ночь, которая сменяет день. Земля под ногами, вода, пастбища, горы, которые он так прочно установил. Все это ведь не просто так. Это знаки его могущества, которые окружают нас повсюду. И вот, доказав свое могущество на примере творения, сура возвращает нас к тому самому дню, день, когда вся пленка жизни прокрутится перед глазами, и человек вспомнит все, абсолютно все, до мельчайших деталей. Ничто не будет забыто. Итак, два пути, два итога.
Первый — для тех, кто перешел все границы, для тех, кто поставил этот мир, его удовольствия и соблазны выше вечности. Для них исход один — адский огонь. И полная противоположность, второй вердикт, для тех, кто жил с осознанием своей ответственности, кто боялся предстать перед Господом и потому сдерживал себя, боролся со своими низменными желаниями, их награда и вечное пристанище — рай. Ну и, конечно, после всего этого звучит самый предсказуемый вопрос, который люди задавали во все времена. А когда? Когда именно это случится? Какая дата в календаре? Ответ на это один, и он очень четкий. Точную дату знает только Бог. И не в этом суть. Задача посланника — не назвать календарный день, а предупредить. Смысл в том, чтобы быть готовым всегда. И сура завершается мыслью, которая, знаете, просто переворачивает все с ног на голову. В тот день, когда люди увидят вечность, вся их долгая насыщенная жизнь, все прожитые десятилетия покажутся им лишь одним коротким вечером. Или, может, утром. Просто миг. Вот над этим и стоит задуматься.